Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. Сегодня примерно в 7 часов утра у воздушного судна Ан-24 авиакомпании Якутии, выполнявшего рейс из Якутска в Зырянку, оказалось неисправно рулевое управление, из-за чего он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Якутск. В это время на борту находились 7 пассажиров и 3 члена экипажа. Никто не пострадал. Самолет эвакуировали, и через 2 часа после случившегося воздушное сообщение в аэропорту Якутск было полностью возобновлено. Из-за авиационного происшествия было отложено отправление 6 рейсов, 1 по центральному направлению и 5 по местным. Кроме этого, рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Якутск был перенаправлен в Мирный. С потеплением на улицах становится все больше велосипедистов. В связи с этим учащаются и случаи краж двухколесного транспорта. Так, полицейские раскрыли кражу велосипеда в селе Верхневилюйск. Пострадавшая местная жительница оценила украденное в 12 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 33-летний житель района. Выяснилось, что пьяный мужчина ночью возвращался домой. По пути он увидел в одном из частных дворов велосипед и решил его украсть, чтобы быстрее добраться до дома. Пока хозяева спали, злоумышленник проник на участок и похитил двухколесный транспорт, который ничем не был закреплен. На следующий день он продал украденное за 4000 рублей. Похищенное изъято. Завершено расследование чудовищного убийства в городе Якутске. Уголовное дело было возбуждено в отношении 2 жителей, которые обвиняются в убийстве и надругательстве над телом умершего. Стало известно, что вечером 12 сентября прошлого года в одной из квартир жилого дома в Якутске выпивали 4 мужчин. В ходе застолья мужчина 1958 года рождения предъявил одному из гостей претензии, связанные с якобы порочным поведением его гражданской супруги, и потребовал покинуть квартиру. Тот ушел, но уже задумал убийство обидчика. Вооружившись 2 ножами, обвиняемый вызвал в коридор своего приятеля и предложил тому совершить убийство хозяина квартиры. Мужчина согласился, они вернулись в квартиру, где зарезали потерпевшего. От полученных ран он скончался на месте происшествия. После совершенного убийства обвиняемые потребовали у 4-го участника застолья, ставшего свидетелем расправы, держать увиденное в тайне. При этом один из мужчин приставил нож к его горлу. Как установлено следствием, указанными преступными действиями обвиняемые не ограничились. Выражая пренебрежительное отношение к общественной нравственности, они потребовали у мужчины отчленить голову потерпевшего. При этом применяли в отношении него физическое воздействие и не обращали внимания на просьбы прекратить противоправные действия. С учетом обстановки и численного преимущества, мужчина повиновался требованиям обвиняемых и нанес посмертные раны в области шеи потерпевшего. Процесс глумления над телом был снят одним из обвиняемых на камеру мобильного телефона. При этом злоумышленник угрожал мужчине в случае обращения в правоохранительные органы передать видеозапись гласности. В последующем один из обвиняемых самостоятельно присоединился к глумлению над телом потерпевшего. Обвиняемые собрали орудие убийства и, выходя из квартиры, потребовали у запуганного мужчины запереть входную дверь, но тот дождался, пока подельники скроются в кабине лифта, и оставил дверь приоткрытой. Тело погибшего было обнаружено утром следующего дня сотрудником полиции, который проживал по соседству и возвращался с ночного дежурства. О своей находке он сообщил в правоохранительные органы. Обвиняемые на протяжении нескольких дней скрывались от правоохранительных органов. Один даже успел покинуть пределы города, намереваясь скрыться в Хабаровском крае. Однако был задержан на территории Нерюнгринского района и доставлен к следователю. 2-го обвиняемого задержали на территории Якутска, и оба были помещены под стражу. Мужчины выстраивали следователи различные версии своих поступков, перекладывая вину друг на друга. Как установлено следствием, после совершения преступления они пытались скрыть все следы. Однако следствием восстановлена полная картина случившегося и собрано достаточное количество доказательств виновности обвиняемых, которые легли в основу обвинительного заключения. Материалы уголовного дела будут направлены в суд. 12 мигрантов утонули у западного побережья Турции. Лодка, на которой они пересекали Эгейское море, потерпела крушение. Силы турецкой береговой охраны спасли более 30 человек, рассказывает Сергей Берец. Экипажи 2 кораблей береговой охраны Турции пришли на помощь мигрантам, чья лодка затонула в Эгейском море у побережья Бодрума. Как сообщают турецкие агентства, погибли 12 человек. Спасти удалось 31 из тех, кто находился на борту потерпевшего бедствия судна. В операции также принимали участие вертолет и команда ныряльщиков. 4 года назад Турция стала одним из главных перевалочных пунктов, через который мигранты из стран Ближнего Востока и Африки пытались добраться до Западной Европы. После соглашения 2016 года между Анкарой и ЕС поток сократился, но не иссяк.
В эфире была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.